Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. Новую партию спецтранспорта передали нашим бойцам в зону СВО. Технику лично осмотрел Рамзан Хаджикадыров. В Чеченской Республике прошли религиозные обряды в честь священной ночи Вознесения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует на небеса. Какие чудеса произошли во время ночного путешествия с Божьим посланником, мир ему и благословения Всевышнего? Современные и комфортные. В Чеченской Республике открылись 2 школы общей вместимостью около 2000 человек. Для учеников открыто множество кружков и секций по самым разным направлениям – шахматы, музыка, танцы и другие. 5 бронированных пикапов для наших бойцов, несущих службу в зоне СВО, отправили из Грозного. Машины приобрел заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Исхан Мацуев. По традиции спецтранспорт осмотрел глава региона Рамзан Хаджикадыров. Он отметил, что такая техника, безусловно, будет незаменима в условиях передовой. Китайские машины, Россия, Б4, бронина, приешь, автомат, рикошет, LG, лабом бьяхичи, цан бага хабака, так хабелна осин, цар ходишь, такой машину фали. Да, царь, машина, он дрын на вас, кезмез дал на каравак, вещь машина чудо, царь, хотим, там тига, он больше казина и вот он. Она очень активно говорит, Рамзан Хаджикадыров поблагодарил Исхана Мацуева за такой подарок бойцам и отметил, что это не первая и далеко не последняя помощь, оказываемая вице-премьером нашим подразделениям. Рамзан Хаджикадыров посетил репетицию государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо». На данный момент артисты готовят красочную концертную программу, которая станет настоящим праздником национальной культуры. Это один из самых зрелищных и самобытных танцевальных коллективов региона. Зимно критики лезут, захале шо эц, сегур, что фигина, что мы стили мецедан. Араб тализа, решил улет чекучен, мог бегина мог шелвиш, мог хороший. Сунедан, что должен дейнан, васана, баркла лезун, что хада кедан, что доверит мечадон, гастрочкадон, твамболч мети. Вилчмети дадуч, вейд ночи, о мюхгоч, вейда халавы технил цеш. Шбацалар, дадволду, что нам ашнет, дешнес бискультура нет нация, дадуде, дует, не эмоционат цатер надарбандо, что он ночи чё, хазду дикир дал, крепче дали, креп итос, приехал дикирду, шул, дикир дал. Каждое выступление вызывает бурю ярких эмоций, подчеркнул глава региона. Лидер субъекта поблагодарил артистов ансамбля во главе с народной артисткой Чеченской Республики Аминой Ахмадовой за их деятельность. А от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова каждый артист получил денежное поощрение в размере 100 000 рублей. Председатель правительства Магомед Даудов провел совещание с министрами и главами районов. Обсудили итоги реализации национальных проектов. Подробно рассмотрены достигнутые результаты и определены приоритеты на будущее. Премьер подчеркнул необходимость эффективной работы по госпрограммам в регионе для социально-экономического развития и повышения уровня жизни граждан. Благодаря главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, Чеченская Республика активно участвует во всех мероприятиях и занимает лидирующие позиции в реализации национальных проектов. За 6 лет сумма освоенных средств по нацпроектам составила более 154 миллиардов рублей. А на 2025 год уже заключено 79 соглашений на 29 миллиардов 830 миллионов рублей. По итогам совещания премьер поручил соответствующим ведомствам усилить работу по обозначенным направлениям. Чеченская Республика из года в год занимает лидирующие позиции по достижению и показателей
Но мне бы, если честно, не хотелось говорить о показателях, мне хотелось бы говорить о той инфраструктуре, которую сегодня развивают в Чеченской Республике благодаря национальным проектам. Инфраструктура развивается, и это напрямую влияет на качество жизни людей в нашей республике. В мечетях Чеченской Республики прошли религиозные обряды зикр и мавлид, а также проповеди, повествующие о ночи Аль-Исра валь-Мирадж. Так называется важное событие из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, когда он по воле Аллаха был перенесен из Мекки в Иерусалим и вознесен на небеса. Это особенное время для всех мусульман, поскольку в ходе ночного путешествия с ним произошли события, которые оставили важный след в религии ислам. Подробнее Хава Ахмадова. В этом году священная ночь Аль-Исра валь-Мирадж приходится с 26 на 27 января. В честь этого в мечети имени пророка Исы мир ему собрались известные богословы во главе с муфтием Чеченской Республики Салахом Хаджи Межиевым. После совершения ночного намаза муфтий Чеченской Республики рассказал собравшимся о ночном перенесении пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, из Мекки в Иерусалим. شوز أيسو أصحاب حديث متواتر حديث دولش بوق بولق شين شو عباش بيسير. Затем верующие прочитали мавлид, восхваляя пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и провели обряд зикр, а после всем собравшимся раздали сага. Муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев подчеркнул неоценимый вклад первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в сохранении и укреплении ислама в регионе. بسخلوش دال ديكلانس بيخمبيل عمود حجنا دال درجة لقى وقلز هر فرتو هر مرشو دين مرشو واخر مرشو ونيوقش قايقنا دال جرجها شيء يوقي الحق يسنا شيء سيد غازو تدعدل لطو. Также мавлид и зикр совершили во всех районах республики. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Аслан Висхаев. Неделя. Чеченские хафизы собрались для проведения масштабного зикра. Религиозный обряд прошел в медресе Даруль-Кур'ан Аль-Карим в городе Аргуне. Они восхваляли Всевышнего и читали салаваты пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. После коллективного намаза советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов рассказал о важности вирда. قد شريعة طريقة داسة مريد قيوش داما شو ستوشتي كدو تن آخر ديق الخلر يلسمان ثاني ديق الخلر تن ديلا دال جرجح ديل يلشن عليه الصلاة والسلام جرجح أجر دزدك أجر سيلح درجة صار شيء مريدش تيخش خلا إشتا تانا ويقول ديل خل دوش دوش وقادر طريقة شحبولو إلسان ترحجينا قدس الله سره يحبوش بوشال كل داخر دو حخدق وإذا يسيلح دوش دول الدز دوش دول دوشة لخرج بارم ياحا دينا بخبعز أولوي طريقة عالم ناخا ديل دوق حيقوا شو ألا أتستقى لخرج بارم ياحا مثلا ديل دوق حيقوا شو ألتون تغليته لخرج بارم ياحا قبعز دينا لا إله إلا الله أول شخلويز إز ألا. Освобожденные узники израильских тюрем встретились с главой политического офиса Хамас в Египте. А в Мекке и Медине правительство разрешило иностранцам инвестировать в недвижимость. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». На платформе Steam появилась цифровая версия священного Корана. Издатель под ником Quran on Steam предложил пользователям приобрести эту игру. Программа содержит полный текст Корана, переведенный на несколько языков, и включает такие функции, как выделение текста, закладки и возможность переключаться между несколькими языками. Размер файла составляет несколько гигабайт.
Это дополнение расширяет ассортимент контента, связанный с исламской тематикой, на платформе, где ранее также появилась видеоигра, позволяющая посетить Мекку. Объединенные Арабские Эмираты признали российский стандарт Роскачества «Халяль», позволяя сертифицировать продукцию для местного рынка. Это упростит выход российских товаров в Объединенные Арабские Эмираты и страны Персидского залива, освободив от дополнительных проверок. Продукция, сертифицированная по этому стандарту, также признана в ряде других стран, включая Пакистан и Алжир. В Египте глава политического офиса Хамас Халид Машаль встретился с освобожденными из израильских тюрем палестинцами. После вступления в силу соглашения между Израилем и Хамас Израиль освободил сотни палестинских заключенных. Некоторые из них встретились с Машалем и другими официальными лицами палестинского сопротивления в Каире. На кадрах со встречи люди приветствуют и обнимаются с Машалем. Напомним, Израиль выпустил 200 палестинцев, а Хамас передал часть израильских заложников. Саудовская Аравия разрешила иностранцам инвестировать в недвижимость в Мекке и Медине. Это решение направлено на развитие инфраструктуры и поддержку паломничества. Акции мекканских застройщиков выросли, однако для иностранцев наложено ограничение. Они смогут владеть не более половиной объекта. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В селе Автуры завершилось строительство новой школы. Она рассчитана на 720 учеников. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев, глава Шалинского муниципального района Турпал Али Ибрагимов и другие гости праздника. Репортаж Ломали Мусаева. Открывая новую школу, глава Шалинского района благодарит главу Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова за ее строительство. Теперь нагрузка на остальные школы в селе Автуры значительно снизится. Yok şkola oydurğaç eğitme oydur oyma yok yurtutlayıp prezer gel adamdır. Kasten barkalları salalı son başan dadakhalı salam tarxiyin. Министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев отмечает, из-за высокого роста населения новая школа была крайне необходимой. Ahmet Hacı Dağaz oğlu ölçün berikliğini aha yer çıkazmışlar. Oğlunuz çıkazmışlar. Am diye bertekette o san oytari ha işkola büyüştür berşe di izerger berdo bu işkol tüşüyor. Kaçkola hokka her şey ondan semet bilgilerden iyi elpeliyorlar. Şey zertaylı oluşa. Прочитав дуа, гости разрезали красную ленту и осмотрели условия, в которых будут учиться дети. Просторные кабинеты и современное оборудование. Новую школу села Автуры построили по поручению главы Чеченской Республики почти за 2 года. В школе 2 спортивных зала для футбола и для волейбола. Они оснащены необходимым инвентарем. Самое главное, ученики и преподаватели остались довольны условиями новой школы. Ломали Мусаев, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. Еще одну новую школу, но уже на 1224 места открыли в поселке Черноречье. Ее построили благодаря нацпроекту образования. Для полноценного обучения, творческого и физического развития детей созданы комфортные и современные условия. Какие именно, расскажет Хава Айдамирова. Школа номер 2 города Грозного, построенная по последним стандартам, готова принять больше 1000 мальчишек и девчонок. В церемонии открытия принимают участие министр образования Чеченской Республики Хошбау Дидаев и мэр столицы Хасмагомед Кадыров. Рад приветствовать вас на открытии в нашей столице очередного социального объекта. И особенно приятно здесь находиться, учитывая, что 2025 год главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым
объявлен годом города Грозного и района имени президента нашей великой страны Владимира Путина. Учитывается создавать нацию. Так говорил первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Он на заре возрождения республики, несмотря на все трудности, уделял развитию сферы образования самое пристальное внимание. Хошбау Дидаев отмечает, что открытие новых образовательных учреждений в республике и обеспечение качественного образования стали возможны благодаря политике главы региона. مصر بيش بيش ومش حلو شو كوي بيش كل شكولي شو يلا شباب طن شد عدول شو أبوك دلقي كمبودا وعدو قبول عمل حبيبي كينيا بحر والمركز رمضان هيصلها لله ويخلق سيلش ديش تاني يعني سيلش تاني يعني ديش كوش نيا صابركي غلط شر صابركي جمع صادقة. Перерезав красную ленту, для почетных гостей провели экскурсию по учебному заведению. Будем воспитывать духовно-нравственные ценности в детях. В новой школе есть современные кабинеты, 2 бассейна, 2 спортзала и просторный актовый зал. Особое внимание уделено дополнительному образованию. Отдельное крыло здания занимает эколого-биологический центр, где учащиеся смогут освоить различные образовательные программы. Для учеников открыто множество кружков и секций по самым разным направлениям – шахматы, музыка, танцы и другие. Например, этот кабинет творчества – место, где царит атмосфера вдохновения и свободы самовыражения. Учебное заведение построено в рамках нацпроекта «Образование», благодаря чему тысячи детей в регионе сели за парты в новых современных школах. Комфортные условия для обучения появились даже в самых отдаленных районах. Хава Эдемирова, Саид Ими Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. Всемирный день хиджаба – молодой праздник, стремительно набирающий популярность по всему миру. Отмечают его не только в исламских странах, но и в светских государствах, где женский мусульманский наряд все реже смущает представителей других национальностей и конфессий. В нашей республике популяризация хиджаба занимает особое место. Появились магазины, в которых предлагают одежду, строго соответствующую требованиям религии. Сюжет Хавы Айдамировой. 1 февраля миллионы женщин по всему миру, независимо от их происхождения и культуры, надевают хиджаб не только как религиозное предписание, но и как символ солидарности с мусульманками. Всемирный день хиджаба – праздник, который родился из личной истории мусульманки по имени Назмакхан. Она столкнулась с негативным отношением из-за своего одеяния и решила, что пора изменить общественное восприятие. Так, этот день стал голосом миллионов мусульманок, которые хотят быть понятыми. 1 октября 2011 я открыла онлайн-магазин хиджабов stunningхиджаб.com. Одной из целей бизнеса было служение другим. Я хотела организовать систему поддержки, в которой мусульманки делились бы своим опытом в ношении хиджаба. Вскоре я стала получать электронные письма от женщин со всего мира. В Священном Коране сказано, что женщинам предписано носить покрывало, чтобы их отличали от других и не подвергали оскорблениям. Богословы отмечают, что хиджаб обязана носить каждая девушка, достигшая совершеннолетия. نينيجش ناس يكاجش قيلوش تقول واحد لشهم ير إز بوصل الدنيا زودي خزل تن يحسبت ناقن نبكزوه وبوجش تجايت حولين ليلوش بوصل الدنيا دم دايتز حجاب تيلر تندوق ما عنده ديل شيء يحتلين تشن خزني خصن بوق ميل بويز ما صوت صدوات خشنيو قاح ما صار اشتيولق اشتيخ كن خجاب اشتيخنا بر اكتلا لا شا اشتات اتسيوغر قصه يو صندينا اشتحيخم دوق حيخم شكلا دغنيرس نو اتس حاسه دوق توق دلا اتحيخم بانا فيديو يري اشتت احا مقان دا اولوريسو يو ديشنياش دا اولوريسو
Yok next and yaxşıda olur yusobokşa işte yerçede tehare sufter tsiga kaşça işte takvay dakika ço işte da harçto tak etsa bu ola melç o azlatçı zaman çakı yutsaha tak işte itilir kas ço yok kıynatsa yolsa. Именно глубина понимания ношения хиджаба и стремление к удобству вдохновили Амину, молодую предпринимательницу, открыть свой бутик хиджабов. Она создает хиджабы, которые соответствуют религиозным предписаниям и комфортны в повседневной жизни. Вот наша самая популярная – это фишка. Я вот говорила про эту шапочку. Она, во-первых, тут наполовину сетка, чтобы нам было комфортно под платком. И тут имеются завязки. То есть это не стандартная шапочка, а ты можешь завязать и отрегулировать. В магазине Амины представлено множество различных моделей хиджабов, которые учитывают современные тенденции и стремление к комфорту. Все это разнообразие в большей части создается в ее собственном ателье, где Амина контролирует каждый этап производства. Вот на этом столе мы кроим наши ткани, как раз нам привезли новые. Завтра они выйдут и будут продолжать свою работу. Таким образом складываются готовые вещи, потом все упаковывается и относится к нам в магазин. Если говорить о культуре народов Кавказа, то традиционная одежда чеченских женщин, например, тоже имела много общего с современным понятием хиджаба. Это были длинные платья, закрывающие тело, и платки, покрывающие голову. Время идет, но неизменным остается одно – цель хиджаба – защита чести и достоинства женщины. Хава Айдамирова, Юсуп Ижиев, Ибрагим Батаев. Неделя. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.